ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:40, спорткомплекс «Буревестник». Отсюда начинает свой рабочий визит министр спорта республики. 3 февраля он приехал обсудить 3 вопроса: развитие хоккея в Ухте, варианты строительства физкультурно-оздоровительного комплекса применительно к единоборствам и этап Кубка мира по полиатлону. Он пройдет в нашем городе в конце марта, начале апреля. Площадки для соревнований предоставят УГТУ в виде помещений «Буревестника», а лыжные этапы пройдут на базе «Сияние Севера» «Газпрома». Сейчас обсуждаются организационные вопросы. Вот те места, которые были показаны, они запланированы, они уже сейчас находятся в очень хорошем состоянии. За ними следят, ухаживают, на них проводятся соревнования, но это основа. Туда нужно будет еще добавить много специфических вещей под соревнования по видам спорта. Это оборудование, это оформление, это культурная программа для участников соревнований, ну и целый ряд еще вопросов. После «Буревестника» и «Сияния Севера» встреча с людьми, ответы на вопросы. Часто звучат опасения и неполное понимание, как обстоит ситуация с тренерами и спортивными преподавателями в связи с реформой отрасли в республике. Она рассчитана на 3 года, позади всего 1, но вопросов по-прежнему много. Должна закончиться реформирование по гарантиям, по социальным гарантиям. В этот период времени должна быть принята новая система оплаты труда тренеров, которая должна быть не хуже ныне действующей. Должен быть решен вопрос с отпусками у них. Должен быть окончательно доработан вопрос по определению квалификации тренеров, а это влияет на заработную плату их. То есть вот вещи, связанные со страхом населения, что станет хуже персонального тренера за этот период времени, они должны быть просто убраны по факту. Тема развития хоккея в Ухте тоже наболевшая. Ледовый дворец, как и другие спортивные учреждения, всех желающих не вместит. Плюс в составе все той же реформы меняются нормативы. Какие-то тренировки уменьшились по времени или наоборот увеличились, а где выполнять предписанное? Готовых и простых решений нет. Однако чиновники от спорта заметили, что на качестве подготовки спортсменов все эти нюансы не должны сказаться, да и сама реформа гораздо многограннее. Также было замечено, что если этап Кубка мира по полиатлону пройдет в Ухте на уровне, то это может открыть дорогу и другим крупным соревнованиям в городе.